Больше 1000 таких ванн нам надо вылить на этот участок. 1200-литровых ванн. Судя по сумме на квитанции за май, именно столько воды израсходовали Шарагины на 3 сотки земли. В платежке за прошлый месяц огромная сумма – 225 кубов. Это почти 10 тысяч рублей. Хозяин участка говорит, что столько воды они не тратят и за весь поливочный сезон. 43 рубля за куб воды у нас рассчитано с учетом того, в Бугульминском районе, с учетом того, что воду перекачивают насосами откуда-то издалека, там, предположим, не знаю, с водохранилища какого-то или добывают с артезианских скважин. У нас вода течет самотеком. Она не может 43 рубля по определению стоить. Она должна стоить, но если не в разы, то значительно дешевле. Это же получается, что водоканал на сегодняшний день пытается получить необоснованные доходы. Нам пришла платежка, на 12 тысяч. Вот этот огород, как вы видите, он, во-первых, не посажен, естественно, он не поливается. Жители Новой Александровки с водоканалом не могут прийти к согласию уже 2 года. Сети не принадлежат водоканалу, но предприятие выставляет счет. Договоры с жителями не заключены. Сумма за кубометр должна быть меньше, говорят сельчане. Водоканал утверждает, счетчиков нет, поэтому суммы большие. Я так понимаю, что они всю мою усадьбу имеют в виду на 12 тысяч, включая хозяйственные постройки, дом. То есть, вот все, что построено, и все, что находится, там в пределах моих соток, я это все усиленно поливаю день и ночь. Получается так. Я уж не знаю, когда я все успеваю. В 2022 году мы уже рассказывали об этой ситуации. Тогда водоканал обещал поставить на баланс все сети водопровода, заключить с жителями договор и настаивал на установке счетчиков. Из 83 домохозяйств они появились только в 13. У меня небольшой здесь участочек, и то пришло 2300 за полив. Зимы холодные, мы на ночь воду не отключаем, иначе все замерзнет. Так она там и капает. Если мы счетчик установим, там за месяц много воды может накапать. У нас и так вся пенсия уходит на оплату водоснабжения. Сейчас в водоканале планируют еще раз разослать извещение жителям, чтобы они заключили договор с предприятием. Счетчики готовы установить за свой счет. Мы прекрасно понимаем, что нормативное потребление оно всегда выше, нежели чем то, что потребляется согласно установленных приборов учета. Причем это хоть по газу, хоть по холодной воде, по электричеству и так далее. И для них это будет в любом случае правильно и выгодно. И для нас мы будем понимать те потребления по каждому населенному пункту. Потому что в данном населенном пункте на каптаже у нас установлен прибор учета, который фиксирует общую подачу воды на данный населенный пункт. Сотрудники водоканала уверяют, с установкой счетчиков сумма в платежках будет в разы меньше. Жители продолжают настаивать. Сначала важно оформить сети, обнулить долги, а их уже 1,5 миллиона на деревню, и лишь затем требовать оплаты. Мы не говорим, что мы вообще не будем никому ничего платить. Мы предложили, поскольку не мы виноваты в этой ситуации, давайте вернемся в начало, обнулим все долги. Далее оформим, как полагается, систему водоснабжения. Пусть завтра приходит, я сам заключу договор с ними. Более того, я не знаю, по соседям, по людям буду ходить и уговаривать, чтобы все также оплачивали. Но это должна быть справедливая цена. Как нам удалось выяснить, исполком вместе с водоканалом обещают до конца года взять все сети на баланс. Но аннулирование долгов невозможно. Возможен вариант частичной рассрочки. Аделя Закирова, Ирхабибулин, ТНВ, Бугульминский район.